На рассвете 3 августа бойцы 6-й роты услышали гул моторов. С каждой минутой он нарастал, приближаясь с юго-запада к поселку Аксай. И вот из-за холма вынырнули гитлеровские мотоциклисты в сопровождении бронетранспортера и автомашины с пехотой. Они уверенно катились по дороге, поднимая за собой серую завесу пыли. И чем ближе они были к реке, тем были отчетливее видны. Уже хорошо были различимы каски вражеских солдат и торчащий на бронетранспортере пулемет. И тут грохнул выстрел. То ли у кого-то из бойцов не выдержали нервы, то ли он преднамеренно предупредил своих солдат-товарищей о приближающейся опасности. Это все осталось загадкой. На одиночный выстрел дружно отозвались остальные воины. Стреляли бронебойно, зажигательными. Вражеский бронетранспортер словно споткнулся, задымил. И вдруг дрогнул. Мотоциклистов словно ветром смахнуло, а за высоту укатила и автомашина. А бронетранспортер уже горел пламенем. С него ошалело полоснул по мосту немецкий пулемет. Вверх взвилась зеленая ракета. И вдруг все замолкло. Солнце уже оторвалось от горизонта, как начало по-летнему припекать, а гитлеровцы все не появлялись. Лишь за рекой чернел подбитый бронетранспортер, как напоминание о недавнем бою. В район обороны роты прибыл командир и комиссар батальона. Близилось обеденное время, когда на роту гитлеровцы обрушили шквал минометного огня, а вскоре к реке подошло 4 вражеских танка с десантом автоматчиков. Они долго обстреливали окопы из пушек и пулеметов. Весь берег заволокло дымом и пылью. Казалось, что ничего живого не осталось за мостом. Но едва гитлеровцы поднимались в атаку, их встречал губительный огонь. И все повторялось снова и снова. 3 суток длился неравный бой у села Аксай. И 3 суток воины 2-го стрелкового батальона удерживали свои позиции, так и не пустив врага на северный берег Степной реки. Они подбили и подошли 6 танков, бронетранспортер и 7 автомашин, истребили до роты пехоты противника.